Снесли один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос стал началом заключительного этапа переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Старт последнему этапу дали глава Якутии Айсен Николаев вместе с гостями из федерального центра. Подробности у Юрия Осипова. Это один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос дал старт заключительному этапу переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». По его окончании Жатай станет первым в России населенным пунктом, где нет аварийных домов. За весь период мы вновь построено жилье для переселяющихся в размере 33 тысяч квадратных метров. А всего ветхое жилье, которое подлежало и подлежит сносу, это 27 тысяч квадратных метров. И мы завершаем программу, потому что это вот на сегодняшний день последние 10 домов, которые признаны на территории городского округа Жатая аварийными. Все 193 человека, которые проживали в аварийных домах, переедут в новый умный дом. Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья. Жатай хочу поставить в пример не только с точки зрения переселения из аварийного жилья, но и строительства энергоэффективных домов, умных, как мы называем. Вот. У нас, к сожалению, только 120, чуть больше домов по всей стране. В Жатае, кстати, 11. Одна из счастливых новоселов Ирина Владимировна. Она уже получила ключи от своей новой квартиры. Дом у нас был, мы сначала жили в доме барачного типа в однокомнатной квартире. Ну, там просто были комнаты, частично благоустроенные. Потом мы переехали в 4-квартирный дом, тоже который признан был ветхим жильем. И года 3 назад мы узнали, что строится дом энергосберегающий, в который мы переезжаем. До 2025 года из аварийного жилья должны быть расселены более 61 тысячи якутян. На сегодняшний день все работы идут согласно графика. По сообщению главы региона Айсена Николаева, план до конца 2020 года уже выполнен на 60%. Вся программа работает по республике, по всем 36 районам. Самый крупный объем расселения у нас в Алданском районе, в Нерюнгринском районе, в Ленском районе и в городе Якутске. Но кроме этого, еще раз, в любом другом нашем, даже арктическом, например, в Ивантайском районе, так, есть дома, которые будут переселяться по программе расселения. Айсен Николаев отметил, что Государственная Дума приняла в первом чтении закон о комплексном развитии застроенных территорий. Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы может быть решен вопрос строительства застроенных территорий. В первую очередь это касается крупных городов Якутии. Юрий Осипов, Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск, Жатай.